Против вас играет журналист Хусейн Гагиев, город Назрань. Внимание, родственнички. Интеллектуал-любитель Хусейн Гагиев не устает подавать пищу для размышления известным знатокам. На этот раз наш земляк прислал отрывок рисунка, который был опубликован в одном журнале в 1912 году. На нем бабушка, которая хочет помочь своему внуку. Мальчика от знатоков скрыли. И вот довольно интересный вопрос звучит в эфире. Внимание, вопрос. Чем заняты родственники? Хусейн заставил не на шутку понервничать уже бывалых игроков. Минута на обсуждение и версии одна за другой. И с каждым разом мимо. Знатоки пытаются угадать, что там за дверью. Но каждый раз ответ еще больше отдалял от победы. И, как признается Хусейн Гагиев, нервничал и он вместе со всеми. Честно сказать, там минута на обсуждение, но она для меня тянулась очень. Так, мне казалось, что это вообще час тянется. И я понимал, что правильной версии нет за столом. А там бывает такой момент, что 6 знатоков, 6 игроков, и может кого-то осенить там или какую-то зацепку найти. И рядом сидящий может, да, действительно, и они вот так вот. Это часто бывает. Там происходит доли секунды это. И очень часто бывает, что вот за последние оставшиеся там 5-10 секунд кто-то вдруг выдает версию правильную, и команда за это, капитан за это может зацепиться. И поэтому я до последнего ждал, что правильной версии не будет. В редакцию телевизионной программы «Что, где, когда» только за один месяц попадает более 300 тысяч вопросов. И, конечно, тот факт, что выбрали нашего земляка – настоящая удача. Ведь учитывают не только смысл вопроса, его подачу, интригу и не только. И вот спустя минуту раздумий объявляют настоящий ответ на вопрос. Бабушка готовится, господин Мухин, резко закрыть дверь. А к двери привязана нитка. Бабушка помогает внуку, посмотрите на экран, вырвать зуб. Данный вопрос я отправлял в августе прошлого года. Я помню, я увидел эту фотографию. Вот это как бабушка вырывает зуб. И у меня картина детства, я помню, наша бабушка с старшими братьями такие же трюки проделывала с зубом, коренными зубами. И подумал, интересно будет. Я вырезал. Редактура немного формулировку изменила. Они под игру делают. Но понятное дело, что именно этот вопрос сыграть я вообще даже не предполагал. Потому что есть и другие вопросы. Хусейн Гагиев работает главным специалистом пресс-службы главы правительства Ингушетии. С детства любит читать, увлекается футболом и интеллектуальными играми. Признается, что с 12 лет не пропустил ни один выпуск программы «Что, где, когда». Следит журналист за 3 версиями: российской, азербайджанской и белорусской. Принимал участие в программе 4 раза. 3 раза одержал победу и выиграл приличную сумму денег. Для меня это такой эмоциональный всплеск. Элементарно даже где-то что-то прочитать интересно и потом сформулировать с этого вопрос. У меня такое бывает удовлетворение внутреннее. Такое чувство, которое ни с чем не сравнишь. Вот когда ты попадаешь на какой-то интересный момент и получается с этого сделать вопрос. И поэтому периодически отправляю по разным темам вопросы. Если что-то где-то наткнулся, источником вопроса может быть что угодно. Это может быть статья в журнале, это может быть какая-то где-то вырезка, может быть, чьи-то воспоминания, чьи-то мемуары. Абсолютно все, что вокруг нас, может быть, стать вопросом для этой игры. Хусейн Гагиев делится, что его привлекает сам процесс поиска вопроса. Он старается уделять больше времени своему хобби, никогда не игнорирует моменты жизни. Для него это победа очередная. В 2021 году проверил был вопрос с черным ящиком. Получается, ровно 4 года назад. Тоже в марте месяце. И вот сейчас еще раз сыграл вопрос. Всего на Первом канале прозвучало 3 моих вопроса. 2 победили, 1 они ответили. И в Баку я тоже, там своя версия есть игры. Туда тоже отправляю некоторые вопросы. Там тоже я 1 раз победил в прошлом году. Хусейн Гагиев делится, что мечтает выиграть главный приз игры – «Хрустальную сову». Помимо интеллектуальных хобби, он любит выращивать овощи и фрукты. Это дело также принесло ему пользу в инициированном главой республики конкурсе «Личное подсобное хозяйство». Наш герой выиграл денежную сумму. Он и дальше планирует покорять вершины своим усердием и трудолюбием. Рина Цичуева, Мухаммад Диндиев, Магаз 24.